Давай гулять. Пошли. Иду. Давай. Всем привет, ребят. 27 ноября. Вышел на улицу, затопил гараж, печку там. Сегодня буду затачивать цепь. Подготовка. Заготовка дров скоро будет у меня. Вот смотрите, какие дрова мне привезли в этом году. Ну, это привезли вчера. Было. Нюхтит там кусок мха там лесного. А, что там нюхтишь? Вот смотрите, какие дрова. В основном береза, ну как и просил. Сосна, сухостой. Одна древесина гнилая попалась. Но в основном все дрова очень хорошие. Такое ассорти получилось. Даже местами вот сухостой хороший. Раз сухостой, второй. Получается, это несколько сухостоев можно на материалы отложить. Где-то что-то подремонтировать или еще. Калина стоит моя. Еще не загнал в гараж. Надо съездить еще в одно местечко. Но основное видео у меня сегодня будет. Был вопрос, как у меня работает точильный станок, который я приобрел осенью. Хочу немножко поснимать. Соскучилась опять. Как она точит, плюсы-минусы рассказать немножко. Это не реклама, это просто я хочу поделиться своим приобретением. И сейчас затопил гараж. Буквально там 10 минут прошло, и тут уже тепло. Дверь не закрывается. Что-то там примерзло, видно. Вот такая картина. Каждым годом все меньше площадь остается в гараже. Не гараж, а мастерская. И один раз что-то занесешь, второй раз занесешь. Дофига дров заготовил здесь. Сухие дрова. Буржуйка просто. Очень много дров. Трачу на буржуйке. В буржуйке. И запас дров, чтоб был. С осени тоже занес. Вот у меня система от колодца была. Вот это металлопластик. 25-ка, наверное. 25-ка. Это уже не пригодилось. Я вообще другим способом сейчас сделал. Вот. Ну и сам станок, вон он. Вот этот станок. О чем один подписчик спрашивал, как она работает. Наверное, думаю, он хочет приобрести, купить. Так, где-то у меня пила была. С осени, наверное, я тут. Вон как цепь висит. Вон. Видно, что цепь висит. Ослабилась. Это от того, что затупляется цепь и потом свисает. Это надо снять у меня с пилы, и все это дело покажу, как он затачивает. На все про все буквально там 10 минут уходит на заточку цепей. Про буржуйку уже мои подписчики знают, какая буржуйка тут у меня стоит. И сейчас вот недавно я еще сделал вот такое обновление. Смотрите, здесь такую крышку сделал. И в таком положении печка отлично горит, топится и жар хорошо дает. И можно приоткрыть его. Тяга лучше идет. Раньше я закрывал вот этой банкой. А сейчас я переделал вот на это. Вообще классно горит все. Приварил там крышку.
Ну вот, цепь мы поставили на место. Сейчас уже вот смотрите, такая вот штучка. Это ограничитель, я не знаю, вот так. Для регулировки. И этим зажимаем цепь. Как бы эти пластины зажимают цепь. И сейчас вот пробно так еле-еле касается, вот, думаю, видно, еле-еле касается зубьев вот этот диск. И немножко будет так затачивать. Все готово вроде. 30 градусов. Ставим на 30 градусов. Сперва одну сторону затачиваем, потом переворачиваем цепь и в другую сторону. Все элементарно просто. Никакой тут сложности нету. Включается вон тут такая кнопка. Такой приятный звук мотора. Не очень громкий, спокойный. И потихоньку начинаем скачивать. Тут также есть ограничитель болт, чтобы глубже не затачивал. Вот буквально 2-3, как сказать, нажатия и цепь готов. Ослабляем все это дело и подтягиваем через одну, получается. Вот так. И затягиваем. Буквально там одной рукой несколько секунд, двумя руками вообще быстро. Один минус в этом станке все плюс. Один минус, как будто тут не хватает лампочки одной, чтобы светила. Вот я не знаю почему, вот как будто нужна одна лампочка, вот тень как будто там идет. А была бы лампочка, еще удобнее было. Все, продолжаем затачивать. Ну вот, одну сторону, ребята, я закончил заточку. Дальше нам надо второй ряд заточить. Для этого снизу вот тут есть такая, ну, вместо болтика такая штучка тоже крутится, затягивает вот этот устройство, станок. И вот видите, у меня сейчас эта стрелочка идет на 30 градусов. Сейчас смотрите, что я сделаю. Поворачиваю вот сюда. Тоже ставлю на 30 градусов и обратно затягиваю. Жестко затягиваю, чтобы ничего не шаталось. И сейчас уже буду затачивать вот этот ряд, другой ряд вообще. Все элементарно просто, ребят. Сейчас надо проверить, как он будет. Ну, в принципе, тоже нормально. Все четко точит. Все. И также второй ряд. На заточку уходит буквально 5 минут времени на одну заточку. Станок я брал за 2000 рублей. Там, скажем, ты несколько цепей там износится, цепей 2-3 буквально там за 15 минут ты все это заточишь. А обычным напильником, когда напильники сейчас вообще хреновые напильники в продаже, буквально один раз заточил и уже затупляется напильник.
Ну, только в полевых условиях круглым напильником лучше пользоваться. А в домашних условиях незаменимая вещь это станок. Ну вот, примерно так, ребят. Сейчас я дальше буду затачивать. Один раз такой случай был, когда я в лесу работал. Я сучкорубом работал и вышли на обед. Вальщик оставил пилу возле делянки, возле площадки. Короче, трактор вывез, тракторист вывез, в общем, лес. И на тракторе вывезли такой пучок. И они не смогли что-то там чокер вынуть, но, как сказать, вытащить чокер из этого бунта или как там еще по-другому. Короче, они взяли пилу и спилили. Спилили вершинки. Спилили вершинки и вместе с вершинками чокер, трос. Цепь вообще испортили. И в таких случаях, конечно же, подправлять цепь намного легче вот таким станком. А вальщик мой в лесу он затачивал. Мне несколько раз пришлось затачивать, подправлять цепь. Повторяюсь, это не реклама, что вот вы взяли и быстро побежали в магазин, там прикупили. Просто, у меня уже все закончилось. Просто такая штука хорошая в хозяйстве вам точно пригодится. Сплошная экономия. Будет экономия у вас на напильниках. Никакого там нервотрепки нету, когда ты напильником затачиваешь, у тебя нервы там уходят, что напильник не затачивает. Буквально там за несколько минут цепь. Я даже вот не успел с вами нормально поговорить. У меня уже все готово. 32 звена получается у меня тут. Все как четко блестит. Не знаю, видно, не видно, вот как вам показать. Ну и должны понять, что это дело вы увидели. У меня сейчас сосед приходил, как увидел этот станок. Давай, говорит, мне съездишь, говорит, город тоже привези. Вот, там несколько видов станков. Я вот взял станок Чемпион. Самый простой. Там железные корпусы были, но у меня все из пластика. И сейчас вот, посмотрите, у меня все из пластика. Думаю, может износиться, но если я один свои цепи буду затачивать, вполне достаточно долго хватит. Тут что, вот эта шестеренка может износиться там. Но это не беда. А все остальное, все меня устраивает. Вот так. Ну, примерно вот такое видео я хотел сегодня в планах у меня было показать вам. Показать, как работает этот точильный станок. Ничего сложного тут нету. Такие делишки. Сейчас я все это дело в обратном порядке соберу. Пилу. Все здесь уберу. И здесь от этой печки вообще жара сейчас стала. Я сейчас эту заслонку закрою. И будет там жар держаться, тлеть. Тут у меня кирпич где-то был противопожарный. Еще сделаю, чтобы не открылось. И потихоньку буду сжигать вот это дрова в мастерской. Если работа будет, время от времени выхожу сюда, что-то туда делаю. Сейчас тем более привезли мне дрова, березу. И из березы я, конечно же, буду делать топорище для колуна. Материал оттуда я еще спилю
Не все же на дрова я спущу. Конечно же, материал я оттуда возьму какой-нибудь. Из березы там топорище сделаю. Из сухостоя еще какое-то бревно. В бане у меня стойки там износились там. В бане там, где вот паримся, моемся там нары. И эти нары стойки уже все сгнили даже. Сколько лет прошло? Буквально 7 лет, наверное, или 5 лет. Все, хана. Вот это дело придется вот летом все это дело поменять. Пол также придется поменять. Ремонт бани небольшой. Там и тоже уже муравьи там живут, там грызут на бревна. Ну, бревна пока крепкие, нормально все. Вот так. Так, когда я ремонтировал, вот, летом ремонтировался, пришлось мне тоже покупать новую шину. Также купил самую простую шину китайскую. Не заморачиваюсь я вот на фирменные, потому что штиль, Husqvarna, в принципе, одно и то же. Сделано в Китае. Так что у меня все китайское. Я вот, скажем, взял Чемпион. Фирма Чемпион мне, в принципе, очень даже нравится. Даже электростанция Чемпион, станок Чемпион, много чего из Чемпионов я прикупил. Пила, конечно, Husqvarna. Пила Husqvarna, но это первые выпуски у меня, вот старые выпуски еще. Очень хорошая пила попалась. Не знаю, насколько долго хватит, сколько работ. Но уже дофига я на нем работал. И у него вот все вот запчасти еще свои как-то хусварновские хорошие. А сейчас вот что вот продают, скажем, цепь, штиль. Но я лично не доверяю этим цепям. Рвутся также очень быстро. Я покупаю сейчас Чемпион тоже цепи. Ну, в принципе, все. Заточили. Ну вот, натяжка цепей, вот примерно он такой должен быть. О. Вот такой. Вот это нормальная натяжка цепей. А если провисает, это значит затупилась цепь. Надо или подтянуть, или же обязательно надо заточить. Не знаю, видно, нет, но все блестит. Все классно так. Заточка очень даже ничего. Все, к бою готово, пила. Да. Улан у нас опять, наверное, сбежал куда-то. Где Тулан? Айда. Смотрите на нее. Хотел я еще сегодня поработать. Думал, одну заправку попылю дров, но ветер сильный и неохота. Как-нибудь другой раз, более-менее, когда спокойная погода выйдет, безветренная. Сегодня ветер продует опять, блин. Другой раз. Сейчас еще собак вольер закрою и опа, надо съездить кое-куда. Кое-куда надо съездить, скажи. Где Тулан? Бежал Тулан. Ничего, придет. Придет. Набегается и придет. Ладно, ребята, всем пока.
И до следующего раза ждите новое видео.